Его жизнь оборвалась 14 лет назад, в ночь на 4 марта, в одной из московских клиник. В то утро Абхазию разбудила страшная новость. Владислава больше нет. Личным горем, невосполнимой потерей, жестоким ударом. Так восприняли эту трагедию в народе. Таурыхны ерхойт, аджыкны ерхойт, тфырхацамзи, убратак сбирав, камыш квайскым, убрик сара стала. Согласно завещанию, Владислав Ардзинба был похоронен в родном селе Эшера Сухумского района на мемориальном комплексе павших на Гуместинском фронте воинов. Здесь же расположен и музей боевой славы. С места, где похоронили первого президента, видна река Гуместа, бывшая линией фронта во время Отечественной войны народа Абхазии. И именно сюда 14 долгих лет в памятные даты приезжают поклониться действующие власти. Ежегодно в Эшеру приезжают и те, кто не без гордости может назвать Владислава своим другом. Я потерял любимого, моего старшего друга, которого я любил как брата. Это Владислав Григорьевич, покойный, наш первый президент. Я считаю, что это Бог нам его послал. Без такого первого президента в те времена, во время войны, у нас навряд ли был бы такой успех, который все-таки Бог нам дал такой шанс. Мы никогда в жизни, мы всегда мечтали об этом шансе. Всегда хотели быть независимыми, хозяевами своей родины, но не надеялись на это. А Бог вдруг дал нам такой шанс. Но у меня такое впечатление, мы еще не совсем понимаем и не осознаем, что нам Бог дал. Но это, конечно, гениально. Это огромная заслуга нашего первого президента. Я считаю, он для нас не просто личность был, он явление был. Это явление Бога, потому что такие люди так просто не бывают. Сегодня здесь же, на мемориале Владислава, вспоминают и Сергея Багапш. В 75-й день его рождения люди отмечают, что он остался примером достойного политика, который любил и понимал свой народ. В конце нашего интервью Валерий Кертбай рассказывает, что крестил Сергея Багапш. Это тоже очень близкий мой друг был. Мы с юношеских лет вместе выросли, дружили, очень близко общались. Еще он когда в комсомоле работал, у нас были очень много общих друзей в московском ЦК комсомола. Мы там всех знали, и в грузинском, и московском. Но потом пришел один момент, когда Сергей Васильевич пришел ко мне и говорит: слушай, Алябрик, ну уже мы достаточно взрослые с ним. Он говорит: ты же крещеный? Я говорю: да. А ты знаешь, я, говорит, не крещеный. Я говорю: и что? Может, ты меня покрестишь? Он мне говорит. Я говорю: Сергей Васильевич, какой разговор? Конечно. Причем с удовольствием, говорю, я это сделаю. И мы это сделали в Москве. Батюшка Виссарион его крестил, а я был крестным отцом в Даниловском монастыре. Там в церкви мы его покрестили. И вот... И он меня всегда называл Пахан. Да, вот такие были отношения. Но Сергей Васильевич был, конечно, очень, тоже очень необыкновенно красивый человек. Вот именно слово «красивый» здесь можно применить и внешний вид, и внутреннее содержание, и человеческие качества, и как руководитель. Он, слава Богу, он такой, он очень любил свой народ. Особенно он, когда президентом стал, он по-особенному стал относиться к своему народу и к своей родине.
Личность Владислава, его острый ум, тонкий интеллект, природная смелость, воспитание, энергетика, искренность, с которыми он брался за решение самых сложных государственных задач, действительно всегда производили большое впечатление не только внутри Родины, но и далеко за ее пределами. Депутат Госдумы Константин Затулин так писал о Владиславе Арденбо: «Яркий образ необыкновенного человека, знакомство с которым ты ощущаешь как прикосновение к вечности, к тому, что останется в истории». 4 марта для Константина Затулина дата особенная. Я помню эти дни. Я здесь был, я его провожал в последний путь вместе с Сергеем Васильевичем, который в этот день родился. Это, конечно, такое мистическое совпадение, но оно очень, мне кажется, удивительным образом отражает взаимосвязь между двумя этими выдающимися людьми. Я уже говорил, еще раз хочу повторить, это очень повезло Абхазии, что во главе на старте ее государственности оказались два этих человека, сменяя друг друга, передавая друг другу эстафету. У них были сложные взаимоотношения, это никакой не секрет, но мне кажется, оба они сделали то, что никто из них не смог бы сделать по отдельности. Владислав Арденбо был лидером народа, вождем в годы сопротивления. Он вместе с его близкими друзьями, со всем абхазским народом и со всеми людьми, населением Абхазии, где живут, понятно, не только абхазы, добился победы. И кроме него, наверное, никто бы не смог это сделать. А вот ему на смену пришел Сергей Багапыш, который в силу своего обаяния, своей коммуникабельности, своего опыта общественного, он добился того, что Россия признала Абхазию, и другие страны начали ее признавать. То есть то, что сделал Владислав, наверное, не смог бы осуществить Сергей. То, что сделал Сергей, наверное, не смог бы сделать Владислав. Свой личный образ первого президента, свое отношение, связанная с ним история – все это есть почти у каждого жителя страны. Но свой след Владислав оставил и в памяти своих зарубежных коллег. Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты называет Владислава Арденбо человека выдающимся. Он был на его похоронах, и так же, как многие считают, что 4 марта – сложный день в новейшей истории Абхазии. Кокойты близко дружил с Сергеем Васильевичем Багапыш, фактически породнился. Сегодня он вспоминает сразу обоих абхазских лидеров. Жизнь и судьба, история абхазского народа так распорядилась, что эти два человека, это не просто так 4 марта, да, эти два человека, которые связаны именно с этим днем, они внесли самый такой большой вклад в становление и признание абхазского государства. Поэтому, не знаю, наверное, это мистика, что именно с этим днем связано и день рождения, и день, когда не стало Владислава Григорьевича Арденбо. Но этот день должен объединять и сплачивать абхазский народ, абхазское общество перед теми новыми испытаниями, которые ждут и Южную Осетию, и Абхазию. И жизненный пример этих двух выдающихся людей должен быть примером для будущих поколений. Сегодня вот в этом месте я бы просто хотел обратиться в первую очередь к молодежи Абхазии, к молодежи Осетии. Не просто учиться на примере вот этих людей, но нашей молодежи придется сейчас очень тяжело, потому что международное право и международные отношения, как мы видим, настолько деградированы. И я иногда вот задумываюсь о том, как будущие поколения будут отстаивать наши права, наши интересы. Им будет очень тяжело. Но если они будут брать пример с таких выдающихся людей, как Владислав Григорьевич Арденбо, как Сергей Васильевич Багапыш, я думаю, наша молодежь справится. Вся жизнь и свершения Владислава Григорьевича Арденбо есть убедительное доказательство определяющей роли личности в ответственные и судьбоносные периоды истории. А, к сожалению, такие периоды случаются с государством гораздо чаще, чем в нем рождается лидер. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.